Так, друзья, ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Всех приветствую. Сегодня 25 сентября 2025 года, 18 часов 2 минуты по Берлину, 19 часов 2 минуты по городу Джохару. Я вас всех сердечно приветствую, друзья. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок. Кто не спрятался, Зеленский не виноват. Москва под ударами, мирные вне опасности». Давайте об этом и многом другом поговорим. Я не знаю, почему у меня не включается. Давайте об этом и многом вот. И как обычно, качество, я так понимаю, в YouTube очень плохое. Потому что прошлые видео вроде максимальное, но по какой-то причине качество испорчено. Это может быть связано там с тем, что в моем телефоне уже у них там какой-нибудь вирус сидит. Либо как-то они, может быть, через YouTube мешают все это делать. Но вот изображение становится очень нехорошим. И это iPhone, друзья. Супер нераскрываемый, супер защищенный, русские в него не влазят и так далее. Все лазят, и WhatsApp слушают, и все, что им нужно, слушают. Вот такие вот дела. Но давайте не об этом. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, либо в фашистской России, пожалуйста, беспокойтесь о вашей безопасности. Главное, что вас слышно, говорит Светлана. Да, меня слышно, но еще было бы хорошо, если бы было изображение. Знаете, когда плохое изображение, некоторым неохота смотреть. Видимо, на это рассчитано. Ну вот видите, как они ведут, такие мелкие хищники, мелкопакостные такие чувачки, да, всячески пытаются навредить. Но ничего страшного. Это хорошо, что они пытаются, это хорошо, что они понимают, что мы делаем нужное дело, и мы понимаем, что мы делаем нужное дело. Было бы хуже, если бы они нас игнорировали бы. То есть они нас и так игнорируют, но имеется в виду, что они демонстративно нас игнорируют. А если бы вы реально не замечали бы, не чувствовали бы, тогда была бы проблема. А так все нормально. Итак, я вам хотел рассказать о заявлении Зеленского. Владимир Зеленский сделал жесткое заявление в интервью американскому изданию Axios в подкасте The Axios Show, которое вышло 25 сентября 2025 года. Это произошло на фоне его визита на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке перед отъездом в Киев. Президент Украины не использовал прямые слова «буду бомбить Москву», но его формулировки были однозначно угрожающими. Он посоветовал российским чиновникам в Кремле знать, где находятся бомбоубежища, если война не будет остановлена. Это интерпретируется однозначно как намек на возможные удары по ключевым центрам российской власти, включая Кремль, с использованием дальнобойного оружия от США, о котором как раз он сейчас просит у американцев. И, скорее всего, если мы получили информацию, что он просит это оружие и делает такие заявления, то, скорее всего, он уже получил это оружие, либо оно уже в Украине, это оружие. Поэтому президент Зеленский словно ветер не бросает, как говорится. Заявление Зеленского стало частью более широкого обсуждения эскалации конфликта и поддержки со стороны Запада. Он подчеркнул, что Украина готова к ответным действиям каждый день, если Россия продолжит атаки. Посмотрим, как будет. Россия понимает только язык силы. Путин, ФСБ понимает только язык силы. Все остальные увещевания ровным счетом для них это как общение с лохом, так сказать. Какими бы вы ни были благородными, какими бы вы ни были бы честными, там, искренне желающие не эскалации, мира там, и так далее, вы для них лох, просто лох. Вот такая вот империя зла и насилия. Фашистская Россия. Они, сказал Зеленский, чиновники в Кремле, должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно.
Если они не остановят войну, им это в любом случае понадобится. Они должны знать, что мы в Украине отвечать. Если они нападут на нас, мы ответим им. Зеленский уточнил, что Украина не планирует бомбардировать гражданские объекты или население. Мы не террористы. Но центры принятия решений, такие как Кремль, могут стать легитимными целями. Он сказал, это с необходимостью, связал это с необходимостью заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Вы обратили внимание, раньше Зеленский не говорил таких слов. Мы там только будем бить по военным объектам или по центру принятия решения. Хотя это подразумевалось, и никогда Украина не била умышленно по гражданскому населению. Но сейчас он это подчеркивает. Значит, кто-то смотрит наш стрим и доводит до него информацию, что тебя пытаются дискредитировать, Зеленский. Давным-давно. И ты не должен на это попасться. Это очень важно. Это очень важно. Потеряет Зеленский сакральность, да, в мире, в западном обществе, в европейском, в американском обществе. Пускай это ложно, конечно, это так и так ложно все делалось. Я уже сколько фактов, да, привел. От Пономарева по поводу Дугина и там, ну и многих, убийства Татарского, там других, третьих. И это все потом накапливается, и потом какой-нибудь журналист выложит это и скажет, а вот смотрите, это же убивает мирных, совершает военные преступления. Все, потерял сакральность в глазах западной общественности. Западные политики, как мы знаем, могут иногда менять свои решения на 180 градусов. Поэтому это нужно понимать. И это очень правильно. Молодец. Зеленский, его команда, окружение, которое это понимает, наконец-то все правильно. И каждый раз это нужно подчеркивать. Нужно быть святее Папы Римского. Понимаете? Украинцы не пытают пленных, не убивают пленных, не бьют по гражданскому населению, соблюдают все обычаи и правила ведения войны. Что Россия с первых дней не соблюдает. И это очень тяжело, когда против тебя не соблюдают, заставить каждого своего солдата соблюдать. Потому что у кого-то друг погиб, у кого-то родственник погиб, у кого-то это очень болезненно отзывается. Он не понимает, насколько важно соблюдать международное право и быть всегда в рамках закона. И это трудно, но нужно. Нужно. И обязательно они это сделают. Молодцы. Слава Украине. Президент Украины намекнул, что рассчитывает на специфические ракеты от Дональда Трампа, который, по его словам, дает четкую поддержку по ударам по российским целям. Это оружие, по словам Зеленского, позволит наносить удары по объектам, которые сподвигнут Россию на переговоры. Он отметил, что текущие ограничения на дальнобойные удары по России, введенные Байденом, могут быть сняты при Трампе. Господи, благослови Америку. Зеленский также подчеркнул, что такие удары это не эскалация, а вынужденный ответ на российские атаки, включая те, что наносятся по украинским городам. Ну и Песиков Дмитрий Медведева не буду вам зачитывать, этот обычный балабол. Пресс-секретарь президента фашистской России Дмитрий Песков ранее комментировал аналогичные темы, называя разрешение на дальнобойные удары вразрез устремлениями на политическое урегулирование. То есть они призывают к капитуляции Украины, что давайте, сдавайтесь, а теперь, оказывается, идут вразрез с политическим урегулированием. То есть украинцам нужно было еще в 2014 году просто сдаться, и никто бы не бил бы, и все, политически урегулировали бы, сдались бы просто, и все. Пошли бы в новую имперскую армию уже на Европу с войной. И так же, как сейчас чеченцы гибнут, воюя против Украины, в составе фашистской вот этой банд-армии, вот так же гибли бы. Умные, конечно. Так, и еще вам интересная новость. Это заявление выходит на фоне усиления ударов в России по украинским городам, включая Киев.
переговоров о поставках оружия США под руководством Байдена разрешили ограниченные удары по России от КАМС, но Зеленский хочет большего радиуса. Выборов в США Трамп, по словам Зеленского, более открыт к помощи, чем может изменить динамику после ноябрьских выборов 2024 года. Трамп уже победил, но детали поддержки уточняются. И у Трампа сейчас конкретная проблема с рейтингами. После убийства Чарли Кирка у Трампа большие проблемы. И вообще вот заявление Трампа, встреча с Путиным, и вообще вот это шатание Трампа с одной стороны в другую сторону, это вызывает у американцев обоснованное сомнение в его деятельности. Ну и, конечно же, вот эти дела Эпштейна, которое изначально Трамп позиционирует себя как консерватор, как хранитель семейных ценностей. И дело Эпштейна, которое, я полагаю, высосано из пальца, да, может, с кем-то общался, может, где-то, но вот там имеется в виду там подозрение на педофилию, что, да, и что с маленькими детьми там кто-то что-то, именно Эпштейн этим занимался, говорят. И в этом смысле это, скажем так, бьет очень сильно по репутации. И это специально делается, чтобы вот так уничтожить репутацию Трампа. Я думаю, что это все высосано из пальца, но вот такая вот работа ведется, к сожалению. Далее. Поступает информация о том, что Украина готовится к наступлению. Анализ ситуации на сентябрь 2025 года. По свежим данным из западных и украинских источников, Украина действительно планирует новое наступление, возможно, в ближайшие месяцы. Это не первая такая попытка. Предыдущие контрнаступления в 23-24 годах принесли ограниченные успехи, но Киев рассчитывает на поддержку США под руководством Трампа, включая разведданные. Однако ситуация на фронте остается напряженной. Россия продолжает наступательные операции, а Украина в основном обороняется с редкими локальными контратаками. Ниже разберем детали на основе последних отчетов и заявлений. И также известно, что украинцы давно готовятся к атаке, набирают силы, об этом они сами, некоторые там утечки у них происходят из открытых источников, я все говорю, никакой секретной информации у меня нет. И, ну, видимо, по каким-то причинам все откладывается, нужно проводить атаку так, чтобы она увенчалась успехом, как это было, там, например, по захвату Курской области и так далее. Ну и потом Херсон освобождали, да, по-моему, таким же макаром, очень быстро, молниеносно и так далее. Ключевые признаки подготовки Украины. Согласно The Wall Street Journal, 24 сентября 2025 года Трампу сообщили о подготовке Киева к крупной операции. Украина запросила помощь в виде разведданных, спутниковой снимки, анализ перемещения войск, чтобы минимизировать риски. Это может быть связано с недавним визитом Зеленского в США и его интервью Axios, где он намекал на специфические ракеты от Трампа для ударов по российским центрам. Детали операции не раскрыты, но аналитики предполагают фокус на Донбасс, на возврат территории или юг, Запорожье, Херсон, чтобы создать перелом. Президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина каждый день готова отвечать и не планирует бомбардировок гражданских объектов, но в центре решений, как Кремль, легитимные цели. Молодец, Зеленский, молодец, Украина. В августе 2025 года он предупреждал, что Путин готовит новое наступление, а не перемирие, и Украина должна определить. На саммите в Париже 27 марта Зеленский говорил о подготовке России к ударам по Сумской, Харьковской и Запорожской областям, но Киев якобы контратакует. Reuters 23 сентября отмечает, что Киев негласно переходит к новому этапу, полагаясь больше на свои силы производства дронов и мобилизацию. Зеленский требует от партнеров 2 миллионов артиллерийских снарядов и финансирования для ВСУ. Подтверждает локальные успехи Украины и Сумской области, освобождение
Кондратьевки в сентябре, что может быть тестом для большого наступления. Текущая ситуация на фронте. Украина в основном обороняется, но проводит контратаки. Россия, напротив, усиливает давление. По данным Института стратегических войн ИСВ, 23-24 сентября Россия фокусируется на Купянске, Харьковская область, Покровске и Константиновке, Донецкая область, пытаясь захватить весь Донбасс. Они перебрасывают элитные войска, ВДВ «Морпехи» с севера и юга. И очень смешно звучит, когда российские войска называют элитными. Ну, может быть, просто у них все зубы на месте, поэтому они элитные. Потому что все остальные беззубые у них там, эти вояки. Летнее наступление РФ май-август 2025 года провалилось. Потери огромные. Снижение темпа захвата территории. Но они создали стратегический резерв для осени-зимы. То есть мясо еще подготовили. Зеленский предупреждает о 2 новых тяжелых наступлениях России после 3 неудачных. В Сумской области ВСУ отбили 2 деревни, Кондратьевка и другие, в сентябре, что подрывает, Зеленский говорил о 6 или 7, что он подрывает нарратив Москвы о неостановимом продвижении. На Покровском направлении Украина отбила удачное и нанесла фланговые удары, сорвав попытку РФ прорыва. Удары дронами по РФ, нефтепереработка в Саратове, подстанции в Краснодаре, часть подготовки. Он фиксирует плюс 40% жертв от российских дронов в 2025 против 2024 года. Россия формирует резервы, новобранцы, не все на фронт, но Украина страдает от нехватки. Эксперты Reddit прогнозируют крупное наступление ВСУ не раньше конца 2025 года, если не будет прорыва. Вот такая вот ситуация складывается, друзья. И Украина фактически сама может вести. Да, ей нужны дальнобойные орудия, чтобы наносить удары по центру принятия решения. Но Украина, в принципе, создавая дроны, вот украинцы нашли способ. Ну, Бог на стороне, я вновь и вновь это буду говорить. Бог на стороне Украины. Бог любит Украину. Бог любит украинцев. И благодаря этому они вот в новейшей истории полностью методы ведения войны изменили. При помощи дронов, новейших технологий. Это дешево, практично, гарантированно и очень-очень страшно. Просто жужжание вот этой птички, оно просто доводит человека до, ну я представляю просто, до отупления доводит человека. Просто. И украинцы могут просто без чьей-либо помощи хоть 100 лет таким образом воевать. Понимаете? Хоть 100 лет. Но обороняясь, конечно же, победить невозможно. Россия будет мобилизовать все мобики, или так называемые чмобики, частично мобилизованные. И все зэки, они уже практически закончились. Те, кто не закончились, эти чмобики и вот эти зэки, их велено не возвращать. Потому что частично мобилизованных, то есть сами, которые вначале, помните, искренние бойцы, всей душой там за Россию, за Путина и так далее. Вот их просто уничтожили. Представьте, полюбите Путина, и вы будете уничтожены. Полюбите вот эту фашистскую свою ФСБ, и вы будете уничтожены. Будете врагом, ну хотя бы вы знаете, что вы враг для вас, даже если уничтожат, что вас убили. А тут такой обман. Представьте себе. И этих чмобиков, и этих зэков истребляют, полностью стачивают. Так, ну, это такое выражение стачивают. Но на самом деле это убийство. Это военные преступления против своего народа. Для того, чтобы не сказать, вот было сколько-то, а вернулось столько-то. Что просто не осталось. И эти чмобики, это идейные, по большей части, идейные люди. Идейные люди, самые страшные люди для вот этой власти, фашистской России. Ну, может быть, и не только для нее, но это люди, которые имеют свое мнение. Да, ошибочное, да, варварское, преступное, но оно у них свое. И это опасно. И одновременно с этим Путин говорит, что это наша элита,
мы должны им помогать, мы должны их поддерживать, мы им должны должности давать. Это такой обман. Невероятно просто. Каждый раз, когда из рта этого человека вылетает какое-то слово, это 100% наоборот. 100% где-то подвох там есть. И вот эти все чмобики, мобики, все националисты, все, которые там, мы будем там сейчас Украину возвращать в русское лоно, в родную говень, фактически оказались самыми большими лохами, самыми большими обманутыми просто. Ну что ж, это был их выбор. После инаугурации января 2025 года США продолжают поставки Атакамс F-16, но Трамп давит на переговоры. Зеленский использует это. Украина вернет территорию с помощью ЕС, США. ЕС обещает 17 миллиардов и 2 миллиона до евро и 2 миллиона снарядов. Если наступление провалится, как в 2023 году, это усилит давление на Киев за заморозку фронта. Россия может объявить мобилизацию до 100 тысяч войск. ВВС, BBC, наверное, да, прогнозирует, война не закончится в 25-м, но осень, зима – ключевой период. Я думаю, война не только в 25-м не закончится, к большому сожалению, она и в 26-м не закончится, и даже, вероятно, в 27-м не. А так, вообще, мы движемся к мировой войне, уважаемые мои. Россия пытается разжечь, играя на многих разных струнках и струнах, и своей агентуре, и полезных идиотах, она разжигает большую межконфессиональную, межрелигиозную войну, цивилизационную войну. Понимаете? И она пойдет на все, абсолютно на все, что угодно будет. Максим Шевченко, например, рассказывает, что нужно всем мусульманам, христианам, иудеям объединяться против сатаны, против там, Америки, Израиля, там, Запада и так далее, и так далее. И они находят сторонников здесь, в Европе, и это не обязательно мусульмане, и далеко это не мусульмане. И среди евреев находятся люди, которые, да, мы будем, короче, все мусульмане плохие. А как это так? А как они стали все плохими-то? А что тогда со всеми тогда саудовскими Аравиями, договора, там какие-то авраамовские соглашения, еще чего-то? Как это так? Как это так? Россию вообще не упоминают израильтяне, евреи, по крайней мере, русскоязычные. Практически никто не упоминает. Как будто не было. 7 октября, день рождения Путина, в 23 году не было геноцида евреев. Как будто не было бункеров, которые строили, как московское метро. Как будто не было Советского Союза, которые десятилетиями вот этих своих собак цепных, лице Хамасы, Мамасы и все остальные террорюги, финансировались, обучались, которые говорят на русском языке не хуже нас. Очень странно все это получается. Очень странно. Ну, давайте мы перейдем к вашим комментариям, друзья. Стрим у нас идет, я вам еще раз напоминаю, на YouTube-канале в Реалити и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Так, сейчас я посмотрю. Здесь у нас немного человек смотрит. 30 всего. Савелий, я вас приветствую. Спасибо вам большое. Black Wolf, тебя приветствую. Так. Так. Ну, короче, нету здесь особо комментариев. Переходим к комментариям YouTube. YouTube. А качество картинки отвратительное у меня. Ну, почему так, а? Так, давайте. Пойдемте снизу. Мишлях, мир вам, дорогой. Мир вам. Слава Украине, Мишлях. Главное, что это добрый вечер. Всем прогрессивным, свободолюбивым людям. Добрый, Светлана, добрый. Ва алейкум ассалам. Дай Аллах Украине победы. Казахстан за Украину. Идок, ва алейкум салам. Амин. Христиане, мусульмане, иудеи, буддисты, все религии и все, кто неверующие, все нормальные, цивилизованные люди за Украину. Потому что Бог за Украину. И мы все за Украину.
Потому что мы на стороне справедливости, на стороне света. Трамп начал критиковать ООН и ее бесполезность, как будто Трамп хочет выйти из ООН. Ну, я не думаю, что он выйдет, но переформатирование давно уже пора сделать ООН. И Россию нужно выкинуть. Знаете, очень странно, мы ничего не можем сделать с Россией, мы ничего не можем сделать с Россией. Когда, например, захотели палестинских вот этих представителей террористов, просто им не дали визы в Америку. Мы же все знаем, что просто не дайте визу, и они не прилетят в Америку. Это в ваших руках. Не дайте россиянам визу. Просто, если даже есть визы, там находятся какие-то там уже непосредственно в Америке, просто на пропускном входу, на входной просто отберите пропуски, пошлите к черту. Все. Нету никакой России ООН. Есть СССР. И Российская Федерация незаконно находится в ООН. А я не думаю, что Трамп будет уходить, Чарли. Я думаю, что они будут делать... Знаете, у меня такой вот нехороший осадок вообще от этого действия ООН. Почему там находится Россия до сих пор? Вот я мне уму не приложу. Почему ей позволяют накладывать вето и так далее. Ну, вот такое зло, такое удобное зло, чтобы всем показать. Вон, смотрите, это вот бабайка, вот она к вам придет, и все. И на этом фоне Америка, Запад выглядят такими демократичными, справедливыми и так далее. Это как, если девушка идет там вечером тусоваться в клуб, она с собой не менее симпатичную берет. Потому что на ее фоне она выглядит красивой. Ну вот приблизительно только так я могу объяснить, почему эту Россию до сих пор не раздавили. И не раздавят, и ФСБ не раздавят, друзья. Большому сожалению, оно выстроилось, оно уже продалось, оно уже стучит, оно все сдает, всех сдает, да, всех до единого. Но ее не будут ликвидировать. Потому что ФСБшники вот на каналах сидят, рассказывают нам разные там сказки, и их никто не трогает. Абсолютно. Спокойно себя чувствуют. Добрый, брудер. Вот такие вот интересные дела. В смысле добавь? Куда тебя добавить? Куда тебя добавить? Трампа взяли врасплох. Журналиста на ответ Трампа, когда Трамп упрекнул Европу закупкой нефти у России, на вопрос, почему США закупали у на 100 миллиардов больше. Да, Чарли, я видел это видео, и на самом деле это был очень уместный вопрос. И знаете, вот такие вот, мы вот в таком мире мы живем. Европейцы, над которыми висит дамоклов меч фашистской России, эти люди торгуют нефтью, газом, хотя да, многое ограничено. Здесь немцу, по-моему, 5 лет дали за то, что он продавал дорогие автомобили в обход санкций в Россию. Это не деньги, это машина, дорогая машина. На этой машине воевать не очень удобно, как мы понимаем. Ее не для войны покупают. И деньги оттуда уходят сюда, на Запад, этому немцу в карман. Да, это обход санкций, нарушение закона, все такое. Я согласен, что да, это преступление, которое нужно наказывать. Но если вы покупаете газ и даете им деньги, то это намного еще страшнее для вас самих. Как говорил Ленин, мы возьмем у буржуев, да, или у кого там, у западников, купим веревку и мыло, на которой мы их повесим. Вот приблизительно это получается. И Трамп, который
предъявляет Европе за то, что они покупают нефть, газ на миллиарды, прав, абсолютно прав. Ну и прав журналист, который задает ему. А вы же уран закупаете почти, по-моему, на миллиард или там, я не знаю, на какую там баснословную тоже сумму. И да, он обратился к своему министру, там, помощнику и говорит, а что там такое? Он говорит, да, да, это незаконно и так далее. У всех рыльца в пушку, понимаете? Пока украинцы воюют, каждый делает свои дела. Да, давят, да, чуть-чуть слабее делают Россию, но не додавливают. Потому что в этом смысле Россия удобна, она, знаете, как варить на медленном огне лягушку. Когда лягушку сажают в воду и ставят на маленький огонь, вода нагревается потихонечку, она не выпрыгивает, даже если вы крышку, говорят, не выпрыгивает, я не варил лягушек, она не выпрыгивает, потому что как бы она не чувствует, что она вот и сваривается, она уже потом, вода начинает кипеть, и она просто там сваривается. И ее вот Россию варят на медленном огне. И одновременно извлекают себе максимальную выгоду. Сирию сдал Путин? Сдал. Иран сдал? Уже сами иранцы говорят, что их предали. Сдал. Когда война против нас была, Югославию также Россия сдала. Да, своего там, этого Слободана Милошевича, верного там и так далее сдали. Чего они там? Карабах, Нагорный Карабах конфликт закончился? Закончился. Вот Трамп говорит, мы там в Африке что-то сделали. Я не знаю, насколько туда Россия была втянута, но я уверен, что где-то однозначно она там была втянута. И ее попросили оттуда, и она согласна. Она потихонечку, как балласт, скидывает вот эти свои вещи с одной единственной целью. С одной единственной целью. Задушить Украину. Вот, любой ценой, вот как маниакальная такая, шизофреническая такая тяга убить, задушить, показать, что мы вот смогли. Но, увы и ах, никогда у них это не получится. Алейкум, Deutschland, приветствую тебя. Так, Аслан Моментс, пожалуйста, ты мог бы вот этого Free Palestine заблокировать? К чертовой матери отсюда. Буду тебе благодарен. Так. Дальше пойдемте. Вот такая вот, да, вот такая ситуация интересная получилась. И Трампа журналист сказал, а почему вы? И абсолютно верно. Должно быть честно. Смотрите, если нету морали, если нету принципов, да, все повернуто на деньгах, на национальных интересах, на бабках, там, на расширении своего влияния, то вы потеряете и бабки, и влияние, и авторитет. Запад и Америка, в первую очередь, для меня ассоциируются как моральный образец, моральный пример для подражания. Понимаете? Этика должна быть, человечность должна быть, права человека должны быть. Понимаете? Нет, Марину ты не должен был блокировать. Нужно было вот этого Free Palestine. Что там Марина сказала, я не видел. Пожалуйста, основной момент. Ты, если они не матерятся, ты их не блокируй. А вот этих Free Palestine всех к чертовой матери отсюда выкидывай. С ними бесполезно разговаривать. Это тролли. В основном либо это дети, либо это ГБшные российские агенты, которые сюда заходят и провоцируют. Вот эту Марину, если она там не материлась, верни ее, пожалуйста, если не сложно. А то это неправильно ты поступаешь. Заранее благодарю. Так, давайте дальше. Я смотрю, вы тут много-много настрочили, на вся это, сейчас я ее отключу, а то они мне тут все забивают. Так.
Putin deported 20,000 children from Ukraine to Russia. Yes, совершенно верно, Джанго. И то же самое он делал у нас в Ичкерии против чеченцев. И вы можете видеть разных таких чеченцев, которые там в татуировках, там по пояс голые, там ролики ведут, там. Вот это все похищенные, мне кажется. Они манкуртов взращивают и таким вот образом нас пытаются дискредитировать. Ну, то есть сбить с нашей нравственности и с наших ориентиров. А Европа не может понять, что Украина – это очень мощный узел безопасности самой Европы. Я думаю, об этом уже все поняли. Это даже не обсуждается. Все прекрасно понимают, что Украина – это форпост, это самая сильная армия на сегодняшний день. Сейчас я вот этого сердце русни заблокирую, а то мне тут загоняет все, спамит сильно. Поэтому они все прекрасно понимают, помогают и очень много помогают на самом деле. Хотелось бы больше, конечно, но одновременно с этим, знаете, такие вот об этой морали я и говорю. Когда одни сражаются, они быстренько делают свое. Да, мы помогаем вам. Могли же не помогать, правильно? Могли бы. Ну, заодно вот пусть мы сделаем какое-то себе полезное дело. Посмотрим. Посмотрим, как это все будет. Давайте дальше. НАТО kill Putin, save Ukraine. Ну, Джанго, может быть и НАТО, а может быть Украина. Мы что-то не видим, что НАТО НАТО помогает, информацию там дает, все дается. Но при всем при этом нужно понимать, что, к сожалению, недостаточно. Недостаточно. Слава птахам Мадяра. Да, Мадяру респект. Надо каждый стрим об этом говорить. Мадяр и такие, как Мадяр не один, слава богу. Это достояние украинской нации. Это молодцы, самые настоящие молодцы. Самые настоящие. Очень хорошая новость. Экс-президента Франции Николя Саркози получил 5 лет тюрьмы по третьему уголовному делу о деньгах Каддафи. Представьте себе, бывший президент сажают на 5 лет. Фантастика, да? Особенно для России. Фантастика. Ну что ж, бывает и такое. У нас сегодня проходит военное учение. На границе одной из стран Балтии, в Гамбурге, стартовали учения. Бундесвера настолько масштабных маневров в портовом городе не было со времен холодной войны. Да, это глобально просто. Очень мощно. Я хотел туда пойти, но потом думаю,
не успею и стрим сделать, и все сделать. Хотел пойти посмотреть, как наши тренируются. Депутат Бундестага от ультраправой альтернативы для Германии и известный немецкий виолончелист Матиас Мосдорф вынужден оправдываться из-за связи с Россией. Он попал под огонь критики даже внутри своей партии, а в сентябре был лишен права выступать с парламентской трибуны на 6 недель за свою несанкционированную поездку в РФ в июне 2025 года. Кроме того, Мосдорф должен выплатить партийный штраф в 2000 евро. Пишет Financial Times. Да, здесь, конечно, хотели бы. И очень нехорошая, друзья, новость. В течение следующих 25 лет число смертей от рака в мире возрастет почти на 75%. Ожидается, что к 2050 году от рака умрут 18,6 миллионов человек. А число новых случаев заболевания за этот период достигнет 30 миллионов, говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале Lancet. Больше всего пострадают страны с низким уровнем дохода. На их долю придется более половины новых заболеваний раком, случаев заболевания и 2/3 смертей. В исследовании, которое велось с 1999 по 2023 год, рассматривалось 47 видов рака. Ученые утверждают, что сегодня более 40% смертей от онкологии связаны с 44 модифицируемыми факторами риска, такими как курение, нездоровое питание, высокий уровень сахара в крови. Чтобы переломить ситуацию, исследователи призвали улучшить доступ к более оперативной и точной диагностике рака, качественному лечению и поддерживающему уход, особенно в странах с низким уровнем дохода. На первом месте курение, друзья, к сожалению, всегда выходит. Ну и уровень сахара и нездоровое питание. А вообще я знаю, что раковые клетки есть во всех. И мне один врач рассказывал такую интересную историю. Давайте я вам поделюсь, она очень поучительна. У одной девушки были проблемы с почкой. И ей нужно было срочно донорская пересадка почки. И произошел несчастный случай, автокатастрофа, погиб человек, и у него изъяли почку. Привезли, срочно она подходила, и этой девушке ее пересадили, эту почку. Когда пересаживается новый орган человека, колются специальные препараты для того, чтобы иммунитет человека снижался, чтобы отторжение инородного органа внутри нового инородного органа внутри организма, чтобы не происходило, колят специальные препараты, которые снижают ваш иммунитет. Да, вы можете легко заболеть, но отторжение не происходит вот этого органа. И ей начали колоть вот эти пересадку, все хорошо прошло, ей начали колоть вот эти препараты. И выяснилось, что человек, который попал в автомобильную катастрофу, он был болен онкологией, раком, причем в такой тяжелой форме. И вот эти раковые клетки были в этой почке пересажены, и они разошлись по всему телу. Когда уже начали понимать, что произошло, тело уже практически, многие части были повреждены. Уже онкологические раковые клетки, они уже зацепились по всему телу. Ну, не по всему, там, по некоторым местам. И тогда было принято решение удалить эту почку. Удалить эту почку, чтобы ей опять не колоть вот эти препараты, которые снижают иммунитет, и избавиться от этой больной почки, которую ей пересадили. Ей удалили эту почку, и через какое-то время раковые клетки полностью ушли из этого тела. Это мне рассказывал врач-онколог с большим опытом работы. И он говорит, что, скорее всего, раковые клетки есть во всех нас, вечной жизни быть не может по определению,
так как раковые клетки – это механизм самоуничтожения нашего организма, нашей оболочки, нашего тела. То есть, сколько бы вы ни пытались менять сердце, еще что-то, у вас есть вот эти раковые клетки, которые, конечно же, из-за сахара, из-за сигарет, из плохого питания и всего остального, они более быстрее, может быть, возбуждаются, начинают быстрее работать. Но факт, что когда у этой девушки удалили и они все исчезли, то они пришли к выводу, случай, конечно, всего лишь единичный, и нужно, наверное, еще в этом направлении проводить исследования, это было очень давно, когда он мне это рассказывал, то получается, что вот эти раковые клетки, они только ваши, чужие, если иммунитет справляется с чужими, а вот когда она колола препараты, иммунитета у нее практически не было, они распространились. Как только иммунитет заработал, и если правильно разработать борьбу иммунитета с раковыми клетками, мы могли бы, наверное, лечить рак как грипп. Как грипп. Но не знаю, пока еще мы не достигли этого уровня, к сожалению. Так, еще одна новость. Истребители США перехватили российские военные самолеты близ Аляски. Видимо, Путин что-то забыл на Аляске и попросил своих летчиков заехать забрать. Залететь забрать. Сообщает американская медиакомпания CBS News со ссылкой на командование воздушно-космической обороны Северной Америки НОРАД. По этим данным, два российских дальних стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 были обнаружены в международном воздушном пространстве, граничащем с суверенным воздушным пространством США и Канады. После этого в воздух поднялись самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3, 4 истребителя F-16 и 4 самолета заправщика КС-130 для точной идентификации перехвата российских самолетов и в опознавательной зоне ПВО Аляски, говорится в заявлении НОРАД. Инцидент произошел 24 сентября, то есть вчера. После этого воздух... Так, ранее похожие действия российские самолеты предпринимали в августе текущего года, напоминает CBS. В сентябре 2024 года американское командование опубликовало видео, где российский истребитель Су-35 проносится в непосредственной близости от американских F-16, также близ Аляски. В комментарии к этому ролику глава НОРАД генерал Грегори Гийоу назвал этот маневр небезопасным, непрофессиональным, подвергшим опасности всех. Почему не сбили? Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о растущей угрозе РФ в космосе. По его словам, действия России в космическом пространстве могут представлять опасность для немецких и европейских спутников. РФ применяет свои спутниковые системы для слежки за спутниками Intelsat, которые используются немецкими вооруженными силами и другими организациями, сказал министр, выступая на конференции по вопросам космоса в Берлине. В последние годы Россия и Китай быстро расширили свои возможности для ведения войны в космосе. Они могут нарушать работу спутников, блокировать их коммуникацию, манипулировать ими или уничтожать их кинетически, цитирует Писториуса агентство Reuters. Учитывая это, необходимо обсуждать возможное развитие наступательных возможностей в космосе в качестве сдерживающего Россию фактора, подчеркнул глава Минобороны ФРГ. В 2018 году тогдашняя глава Министерства обороны Франции Флоренс Парли заявила, что российский спутник «Луч Олимп» применялся для космического шпионажа за франко-итальянским коммуникационным спутником «Антенна Фидус». Роскосмос утверждал, что РФ не использует спутники для повреждения космических аппаратов других стран. Вот такие вот, друзья, дела. Читаем ваш так. Спасибо за подарки. Артем, все, друзья, спасибо вам.
Евросоюз и Америка сами взрастили эту Россию. Путлер забыл зарядку от телефона. Да, скорее всего, Бавонетка. Да, абсолютно верно, Мишлях. Абсолютно так. Но было бы не совсем правильно, если бы мы говорили только об Евросоюзе и Америке. Как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. И Украину можете добавить до этого. И всех остальных можете добавить. Все советские республики, практически все. Может быть, кроме стран Балтии, которые постоянно возмущались, даже находясь в Евросоюзе, когда поддерживали. И Грузии, которая сама оккупирована часть и так далее. Практически, может, я кого-то сейчас забуду, все остальные просто были рады русским деньгам, тому, что Путин их там считает хорошими и так далее. Большому сожалению. Большому сожалению. И сегодня то, что проливается кровь, это ошибка, недальновидная ошибка тех политиков, которые в начале 90-х были у власти в Украине. Большому сожалению. И теперь за эти ошибки расплачивается украинский народ самыми лучшими своими сынами и дочерями. Это большая трагедия, большущая. Вот такие вот дела, друзья. Так, сколько мы в эфире? Мы меньше часа в эфире, а я вам уже все практически рассказал. Хорошо, тогда мы... Тогда мы вам еще расскажем новостей. На России, тактика и методы ведения войны Украиной имеют свои плоды, приносят свои плоды. Правительство, фашистское правительство, фашистская Российской Федерации объявило о продлении до конца года запрета на экспорт бензина и на вывоз дизельного топлива для непроизводителей. Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, заявил вице-президент Александр Новак. Или Новак. Перед этим, видеообращением к жителям по поводу ситуации с топливом, в регионе опубликовал глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Он призвал жителей и туристов набраться терпения и пообещал решить вопрос по АИ-92 в течение 2 недель, а по АИ-95 за 2 дня. При этом он признал, что перебои связаны со снижением производства на российских НПЗ. И я даже знаю, почему это снижение произошло. Только не говорите это Аксенову. Перебои с бензином наблюдаются в 10 регионах, написала газета «Известия», в том числе в Москве, Московской области, Белгородской, Сахалинской областях, Приморском и Ставропольском краях. В Нижегородской области губернатор Глеб Никитин возложил вину за дефицит бензина на цепочки поставок топлива. По данным издания «Коммерсант», за 2 месяца было закрыто 3 заправок, а выпуск бензина в стране упал примерно на 10%. В аннексированном Крыму и Севастополе половина бензоколонок перестала продавать топливо, рассказал источник «Коммерсанту». 10%, конечно, мы «Коммерсанту» верить не будем, я думаю, там побольше, чем 10. Если они 10 говорили, то 20-30, наверное. Выпуск бензина упал. Минимум. Поэтому, уважаемая Украина, уважаемые ЗСУ, нужно довести эту цифру до 90%. Понимаете? Увеличьте в 2-3 раза вашу работу. Это очень важно. Вы прямо бьете в сердце вот этого осиновый кол этому оборотню, этому вурдалаку прямо в сердце осиновый кол. Болгария намерена приостановить транзит российского газа по краткосрочным контрактам в следующем году, сообщает новостное агентство БТА со ссылкой на премьер-министра страны Росена Железкова. Таким образом, страна присоединилась к планам ЕС полностью прекратить импорт российского газа. Ранее Евросоюз планировал остановить закупки к концу 2027 года, но теперь перенес эту дату на год раньше.
По словам Железкова, долгосрочные транзитные контракты будут приостановлены до 28 года. До 28 года. Ну, 2028. Могли бы 3 до 28 года сказать. Что тут мелочиться? Вот это и есть, о чем мы говорим. Нету принципиальности, нету морали. Просто в погонях за деньгами. Люди гибнут. Страна уничтожается. Идет просто уничтожение цвета украинской нации. И они стоят в том числе за всех нас здесь. Они не могут отказаться. Поднимите налоги, уберите, продайте дачи своих всех чиновников, закупайте газ у Америки, я не знаю, у Норвегии, у кого угодно. Вот и все, вот вся их мораль просто. И они в 25-м, 28-м году только. Позорище. До 22 года Болгария полностью зависела от российского газа, но теперь получает его из Азербайджана, а также в виде СПГ через терминал в Греции. И та же Турция закупает, хоть и не входит в Евросоюз. Такая принципиальная Турция. Так мы боремся. К турецкому народу никакого отношения не имеет. С большим уважением к турецкому народу. Но власти, политической власти, верхушки, ну как это так? Как это так? Так лицемерно называть, мы за Украину, мы поддерживаем. И закупать нефть, и финансировать Россию, которая убивает украинцев. Это ли не позор? Это ли не лицемерие, не двойные стандарты? Вот такой вот этот мир. Я просто не могу к этому никак привыкнуть. Вы меня извините, не могу просто. Ай. Госдума окончательно приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность для иноагента уже после первого нарушения. Будет достаточно один раз в течение года нарушить статью 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности иноагента». Сейчас для этого в течение того же срока нужно совершить 2 административных нарушения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал и дальше ужесточать законодательство в этой сфере. В настоящий момент в реестре иноагентов, который ведет Минюст РФ, 1078 позиций. Это как организации, так и физические лица. Ну, ой, беда какая. Как же это печально, да. Так. Еще днем. Так. 5-й фанат в фан-клубе. Приветствую, Артем. В нашем фан-клубе. Так, Гульфия, приветствую вас. Это надо просить Мадяра, чтобы прибавил. Ну да, Мадяр-то тоже человек военный. У него есть свой верховный главнокомандующий, есть начальник генерального штаба Сырский. Так что все нормально. Но Мадяр радует, конечно. Радует тем, как его ненавидят русские. Вот они даже его имя боятся произносить. Это очень-очень, короче, опасный человек, да. Вот видите, о чем говорил Deutsche Welle на русском, говорила, что не надо запрещать русским сюда въезжать. Въезд российских туристов в ЕС не будет дополнительно ограничен в рамках 19-го пакета санкций. Вот добились они, пишет EU Observer.
В это время, как страны Северной Европы, Балтийские страны, Польша и Чехия требуют жестких ограничений, Еврокомиссия сосредоточилась на запрете тур-услуг в самой России, сообщается ссылка на европейские дипломаты, издание накануне очередного раунда обсуждения 19-го пакета. Вот такие вещи очень имеют значение. Страны, которые находятся на границе, это Балтийские страны, Польша, Чехия, они понимают всю угрозу и требуют, а внутри выгодно, какая-то польза от этого идет. Турист приедет, денежку привезет, агентура то, что приедет, там в Польше теракт сделают, в Германии теракт сделают. Игаль, как говорится, плевать. Главное, что вот мы можем себе извлечь выгоду. Вот двойные стандарты. Вот почему мы проигрываем, несмотря на супермощь, которая есть. Вот поэтому. Предложение, которое пишет издание, говорится, что цель этой меры – сокращение доходов, которые Россия получает от таких услуг, и для сдерживания продвижения поездок и отдыха в Россию без серьезной необходимости. Одновременно в документе указывается, что граждане ЕС сталкиваются с повышенным риском произвольных арестов и задержаний, а консульская защита для лиц с двойным гражданством ограничена. При этом ЕК к концу года планирует опубликовать новые рекомендации в отношении российских туристов, но это будет не такой жесткий документ, как санкции. Также приводятся следующие данные. В 2024 году ЕС посетила 541 тысяча россиян. Представь, 500 000 приехало. Из них процентов 10 агентуры, если не 50 целых все. Годом ранее 517 тысяч. А за год до полномасштабного вторжения России в Украину их было более 4 миллионов. Ну, хоть упали немножко. Но это Россия им не дает выезжать, поэтому они упали. А не потому, что эти не впускают. Вот и все. Вот так вот ведется деятельность. Вот так ведется деятельность. И теракты, когда, и раскачивание ситуации, и провокации. Все это будет, если вот таким вот макаром все это оставлять. Одни нефть закупают, другие газ закупают. А белорусам ограничили. Ограничили, да, Вованятка? Ну, не знаю. Ну, если честно, то россияне, белорусы, в принципе, это пока это одна одинаковая угроза. Не в смысле оппозиция белорусская, а в смысле те люди, которые под видом белорусов могут сюда заезжать. Так-то они под видом украинцев сюда заезжают, агентура. Там есть ватники, есть тот же, кто убил, помните, Андрея Порубия. Это же все звенья вот этой цепочки. Это ну, такая вот загогулина. Ну, будем надеяться.
Сам помнишь, как сказал пример Польши, что полмиллиарда Европа просит 350 миллионов мер, чтобы та сделала 140 миллионов Россия. Да, помню. Но вот проблема в том, что вот такие вот у нас полмиллиарда. Если Словения, да, Словения, по-моему, Венгрия, Болгария, это страны Варшавского договора, видимо, имеют агентуру. У нас здесь в Германии, как мы знаем, очень эффективно и результативно работала Штази. Это отдел КГБ в Германии, ГДР. И они умеют ждать, они умеют вербовать, они умеют подкупать, умеют воздействовать. И таким образом вот происходит то, что происходит, к большому сожалению. Сейчас еще проблема ведь в том, не только что они в Европе есть. Украина сама является одним из главных центров по подготовке агентуры для направления в Европу и для удержания самой Украины в орбите вот этой империи, фашистской империи. И в Украине самой действует вот эта агентура. Почему вот топчется на месте, столько работы проводится, весь народ встал и топчется? Потому что агентура. Посмотрите на все вот эти каналы, которые есть украинские. Ну, YouTube каналы, которые, не будем говорить за все, но большая часть. Но они абсолютно, как сказать, дичь несут, ерунду несут, понимаете? И вот поэтому вот такая вот ерунда получается. Нету ответственного. У каждого свои какие-то запросы, свои какие-то претензии, свои оправдания, своя юрисдикция. Ты не привлечешь его. Да, какой-нибудь болгарина не привлечешь его. Скажет, а я вот так вижу. Мои избиратели меня вот выдвинули для этого. Вот такая вот получается загогулина. Все сложно. В этом смысле у России намного проще. У них вертикаль власти, ФСБ полностью все контролирует, вербует, покупает, абсолютно не ограничены никакими рамками, ни моральными, ни юридическими, ни правовыми, ничем не ограничены. И жестко построено все на страхе. И все это формировалось не вчера, не сегодня. Это формировалось уже 30 лет с момента, ну вообще это сама 100 лет этой организации, но я имею в виду новые кадры, которые они наковали, они их на чеченской крови ковали. Они их морали кровью, замазывали кровью, избирали, выбирали вот из этих своих убийц самых жестоких, самых аморальных, самых подлых. И вот мы увидели нападение и потом на Грузию, и потом на Сирию, и теперь уже на Украину. Алейк салам, Питер Вольф. Питер Вольф, у тебя какой паспорт? Напиши, пожалуйста. У тебя какой паспорт? Скажи, пожалуйста. Асалевый, вы же тоже задаете вопросы. Я же тоже имею право вам задавать вопросы. Скажи, пожалуйста, у тебя паспорт чей или он? Ясно.
Интересно. Так, ну что? Ну, тогда нужно этот вопрос, наверное, задать Аяду, Питер Вольф, а не мне, во-первых. А во-вторых, он проживает во Франции. Как ты думаешь, какие документы у него есть? Какие документы? Я, например, живу в Германии легально, как и он, и имею немецкие документы. Как думаешь, какие есть у него? Российский паспорт я свой порвал. Понимаешь? Я свой порвал российский паспорт. Но паспорт, то, что мне выдали российский паспорт, другого у меня просто выбора не было, понимаете? Мне нужно было без документов находиться. Я учился в университете в России, и мне порвали, наказать меня, там, запугать меня, порвали мне документы, вернее, да, мои документы порвали, и я получил российский паспорт, где выдано Санкт-Петербург было написано. Поэтому ничем не считаю, что я россиянин или я чем-то должен России. Нет, у меня есть свое государство. Ну, в силу сложившихся обстоятельств я вынужден был взять этот паспорт. Ну, ни душой, ни телом, как говорится, не отступил от своих взглядов и не предал свои взгляды, свой народ и выбор своего народа. Демократический, справедливый, честный выбор своего народа. Добрый вечер, Батон Асан. Добрый вечер, Батон Атамаз. Приветствую. Питер Вольф и других предстоит ЧРИ, говорите. Вы что хотите сказать? Вот вы паспорт говорите, там это говорите. Вы понимаете, что вы делаете, да? Вы же понимаете, что вы делаете. Да? Ты же понимаешь, что ты делаешь. Ты ковыряешься, ты зацепиться хочешь, ты хочешь дискредитировать, ты хочешь вызвать какое-то там недоверие у людей. Так же это получается. Понимаешь, ты же не интересуешься, получил ли он гражданство Франции и так далее, и так далее. Ты ищешь повод зацепиться, где-то что-то в чем-то упрекнуть. И у меня возникает вопрос, зачем ты это делаешь? Вот у меня был российский паспорт, я не знаю, а я да сам спрашиваю, но я не знаю просто у него какой, я знаю за себя. Но это ничего меня, например, ни к чему не обязывает, ничего меня не вынуждает менять. Я гражданин Ичкерии. Понимаешь? Я гражданин Чеченской Республики Ичкерия. И я вынужденно получил этот паспорт. И все. Так многие чеченцы получили. Еще когда Вторая война только началась, ты не мог с одного населенного пункта в другой уехать. Такие резервации сделали. Если ты на воинском учете не стоишь, паспорта нет, тебя расстреливали. Просто избивали, забирали и просто расстреливали. Были случаи. Просто бесследно люди исчезали. Понимаешь? И вынуждены были получать паспорта, документы. Это я в целом говорю. И вот ты заходишь постоянно у меня на канале, бываешь. Вроде бы, ну я понимаю, что ты не за нас. Но постоянно пытаешься к чему-то прийти. А сделаешь ты что-нибудь, если, например, ты был бы за нас. Ты был бы за свой народ чеченский, если ты чеченец. Мы с тобой это обсуждали, кстати. Но я ничего не знаю про тебя, кроме того, что ты говоришь. Поэтому сделай ты что-нибудь. Скажи, а я, например, ну, все потерял. Ну, все полностью. У него он очень состоятельный человек, был строительством, занимался в советское время, имел отличное высшее образование, имел отличные показатели по спорту. Ну, короче, все было идеально просто. Вот он примкнул к Дудаеву, к нашему движению национально-освободительному, возрождению чеченского государства и народа.
И потерял все, родственников, жилье, имущество, ничего у него нет. И стоит как мертвая хваткой, держится, стоит на наших принципах. Понимаешь? И все, что требуется, просто стоять, и все. А мы это умеем, и мы будем стоять, да, Алмула. И вот вопрос. Да, время дойдет, народ чеченский все поймет и поднимется. И отдаст должное и ему, и Дудаеву, и всем нашим лучшим сынам и дочерям. И никто, вы не сможете нас уничтожить, не вы, я имею в виду, не ты, но вот русские, их пособники, которые мечтают, что вот они нас поубивали, мы все это забудем, и на этом все закончится. Нет, это раньше когда-то забывалось, когда оставалось там 6% нас от 100%, когда не было интернета, когда американцы, европейцы и мы сами не фиксировали все пофамильно, поименно, фото, видео. Ничего не забудется. Ничего не забудется. Что-то, может, потеряется так, по мелочи, но в основном не потеряется. Все останется, потому что треть нас здесь в Европе. Вы не смогли нас, а русские не смогли нас уничтожить. Предатели не смогли. Хотя они хуже, сильнее русских нас ненавидят. Сильнее просто ненавидят, потому что боятся, что им придется отвечать. А отвечать придется. Не перед нами, может быть, перед следующим поколением, может быть, еще какое-то время. Но все известно, все данные, все факты, все фиксируется, фиксировалось, все имеется. Поэтому не нужно идти до конца, не можете вы этого победить. Вы думали, что нас победили, что мы там закончились и так далее. Да, физически сегодня мы закончились. Нас мало кто может говорить, мало кто может писать, мало других военных методов нам сейчас мы не имеем возможности, находясь в чужой юрисдикции, чем заниматься. Только мирным путем мы можем добиваться. И идею не победили. Даже все, если бы были бы убиты, как мечтал Невзоров, да, что вот дудаевцы, они сохранились, он сказал, последователи Дудаева и так далее. Это не дудаевцы Невзоров, хотя Невзоров пытается дискредитировать Дудаева, сказав, что он чеченский народ не знал. Да, русских он хорошо знал, а вот чеченцев он не знал. Он знал чеченцев, Невзоров. Знал. Именно поэтому есть такие люди, как Идигов, и еще много-много людей, которые нас смотрят и на всю жизнь в сердце своем сохранят. Вот такая особенность у нас, у чеченцев. Верны мы своим идеалам, своим принципам. И какая-то вот программа у нас сохранять то, что у нас есть. И это именно нас хотят уничтожить. Россия нас хочет переделать. Там Патрушев, Кошман заявляют, это другие чеченцы. Да, кого-то мы потеряем. Кто-то продастся, станет агентом КГБ, кто-то станет еще кем-то. Но по большей части идея и чеченский народ жив. Нохчих ам динду. Динду. То есть ам Ичкерия хай, так сказать. Поэтому это невозможно просто. Вы это поймите просто. Даже если, опять же, всех вы уничтожите. Это невозможно. Понимаете? Нужно просто смириться с этим фактом. И все. И тогда вы сможете где-то даже выиграть в этой ситуации, чем идти вот напролом и дальше, загонять себя. Ничего не поменяется. Даже если всех убьют, ничего не поменяется. Так, а сам ведь Дудаев был грамотный, не так ли? Ну, наверное. А почему такой вопрос? На Кавказе к евреям хорошо относились. До какого момента к нам пришлось ехать в Израиль? В смысле? Я не знаю за весь Кавказ. Мы, Чеченская республика Ичкерия, жили свободно от Советского Союза, и у нас жили евреи. Их было не так много, но их было достаточно. Ректором у нас был
Канкалик такой был у нас, ректор нефтяного института. А его заместитель, его проректор был чеченец. Их обоих убили. Канкалика похитили, а чеченца застрелили, который за него заступился. Они оба уходили, ну, шли вдвоем, на них совершили нападение, и его убили, чеченца. И это пример того, как мы жили с евреями, как мы за них заступались. Это такой исторический пример на все времена. Это не два боевика, это не два солдата, не два воина, это два интеллектуала, два профессора, которые один погиб, второй был похищен, замучен и убит российскими спецслужбами. Никогда в своей истории мы, чеченцы, не преследовали, не устраивали погромы евреям. Наоборот, мы жили очень хорошо с евреями. Очень хорошо. А евреи к нам относились с большущим уважением. Когда в 1944 году под видом депортации нам устроили геноцид, евреи не заняли наше имущество. А то, что у них оказалось, они отдавали без вопроса, когда мы возвращались. Когда мы возвращались через 13 дней, обратите внимание, бессрочной ссылки. То есть евреи не знали, что мы через 13 лет умрет Сталин, там через 10 лет умрет Сталин, через 13 лет мы вернемся. Хотя нам рассказывали, что на Кавказе евреи хотят сделать там каганат, какой-то там халифат, или там новый Израиль, еще чего-то ли там вот это сделать. Тогда они на пустой земле от чеченцев и ингушей ничего не делали. Туда заселяли из детдомов с Москвы, с других регионов там, и так далее. Наши все соседи наши земли отжали, потому что от 100% 70% мы похоронили по дороге в Казахстан и в Среднюю Азию, в самом Казахстане, в Средней Азии. То есть вернулось 30-40%. Был небольшой прирост, вернулось 30-40%. Это чеченцев и ингушей. И те земли, которые у нас были, те же Моздок, там еще какие территории, там с Дагестана, Ставрополя, они все остались под этими людьми. Некоторые жили в населенных пунктах, где практически не жил ни один, там, может быть, редко, может, кто из чеченцев жили. Это дагестанцы там заселялись, называли себя чеченцами и так далее. И сейчас называют там, да мы, чеченцы, там, туда-сюда. Но я не о них. Я о том, что с евреями у нас не было никогда никаких проблем. Когда мы возвращались, они нас встречали на перроне, как нам рассказывают, с гармошкой, там, с этими барабанами, как лезгинку, когда танцуют. Вот нас встречали. Единственные, кто нас встречал, это были евреи. Как мы могли к ним относиться? Мы, чеченцы, у нас есть такая пословица. Если ты не знаешь хорошо, то когда тебе сделали, то ты не поймешь, когда тебе сделают плохо. Мы, чеченцы, очень хорошо знаем, когда нам делают хорошо, на века своим детям. Вот мы про казахов своим детям, внукам рассказываем. Понимаете, я не знаю казахов, я не жил в Казахстане и так далее. Ну, есть у меня здесь знакомые, друзья, но вообще я не знаю их. Так вот, все чеченцы, внуки и правнуки тех, кто был в Казахстане, уважают казахов. Представьте себе. Они им ничего не сделали, эти казахи. Ничего, никакой пользы им не принесли. Ничего им хорошего. Им дедушку или прадедушки, бабушки принесли они какую-то пользу. Точно так же у нас отношение было к евреям. Точно, один в один. Мы жили очень хорошо. Мы никогда никаких погромов не делали. Ни евреям, ни кому-либо. Даже русским мы не делали погромов. Даже русским. Понимаете? Хотя стычки с русскими были. Стычки были, конфликты были. Русских было 85% в Грозном. И еще 10% это было русскоязычные, евреи, армяне, там другие национальности. И 5% было чеченцев. И то эти чеченцы были, ну, проверенные советской властью. Коммунисты, там, разные военные, бывшие там, участники Второй мировой там, и так далее. Поэтому у нас не было никаких вообще проблем с евреями. И никогда не будет их. Никогда не будет. Но мне вот не нравится, что сейчас евреи вместо того, чтобы говорить о России, которая 7 октября устроила геноцид, говорят о всех мусульманах.
Вместо того, чтобы говорить о своих двоюродных братьях арабов, которых Россия 60-70 лет пичкала там и пропагандой, и Иран, и Россия деньгами, оружием и так далее, совершила акт геноцида с Натаньяху, который дружил с Путиным, строил мечеть имени Ахмада Кадырова. Это же факт. А Ахмад Кадыров – это такой запатентованный предатель чеченского народа. На века остался он в этой истории таким. И для нас, как мы тоже считаем Палестину, Иерусалим святыми местами. Это же святые для всех трех авраамических религий места. И когда там строят мечеть, а это не мечеть, нету в России мечети, есть отдел ФСБ, где сидит мулла, имам, или как он у них там называется, ГБшный, и у него своя ГБшная паства. Может быть, он полезные идиоты там есть, ну, некоторые знают, чем занимаются. Вот это построили. И из-за недальновидности политики Натаньяху произошло 7 октября. Это факт. Нравится это кому-то, это не нравится. Но вы дружили, как Украина дружила с Россией, вы дружили с этой Россией. И когда над вами совершился этот ужасный террористический акт, который до этого акта я осуждал, я всегда был на стороне Израиля, на стороне евреев, потому что евреи имеют право на свое государство. Это их законное право, как у нас, у чеченцев иметь. И арабы, друзья русских, хоть и Натаньяху там с ними икшался там и договаривался и так далее, но друзьями они всегда были вот с арабским этим миром, Россия. А Израиль всегда был врагом. Евреи были всегда либо второсортными, третьесортными в России, в Советском Союзе, либо стопроцентные манкурты. Просто как кадыровцы, продажные просто всей душой. Не за Израиль, не за евреев, за свою там пятую точку и за свои бабки, которые они имели. И вот сейчас случился вот этот ужасный террористический акт, за которым и много еще вопросов возникает. Как он произошел? Почему он произошел? Я уверен, что это не 99-й год и Рязанский сахар. Я в это верю. Я верю в евреев, что они не позволят этому произойти. Не просто народ, а офицеры, которые там есть, не позволили бы убить свои 1200 человек. Я из этого исхожу. Но очень нехорошие вещи поступают. Информация об этом евреи сами мне говорят. Что да, разминировали поле, поступала информация от египетской спецслужбы, что готовится чему-то. Что там еще, ну какие-то моменты были. Я думаю, евреи разберутся рано или поздно, если там что-то было нечисто, и кто-то играл на руку не евреям. Ведь это строилась страна для евреев, для безопасности евреев. Понимаете? Это строилось ведь для этого. И евреи там должны жить в безопасности, в первую очередь. А в безопасности они должны в первую очередь думать о евреях. Но этот конфликт, который возник, нужно заканчивать. Заканчивать так, чтобы угрозы для Израиля не было. К большому сожалению, мне очень жаль арабов, Палестины. Мне очень искренне жаль простых людей. Мне не жалко вот этих террористов, которые возглавляют. Но этот народ поддерживал этих террористов. И они представляют угрозу. К сожалению, это 3 поколения промытые мозги. И они будут пытаться всегда нанести вред Израилю. И я считаю, что то, что сейчас происходит, это, конечно, ужасно. Но альтернативы назовите мне. И, может быть, я соглашусь, но я не вижу, к большому сожалению. Это ужасно. И виноваты в этом арабы, русские, иранцы. Но про русских почему-то мало говорят. Вначале говорили про бункеры, которые строило московское метро в секторе Газа, говорили про 7 октября, говорили про русскую речь, ЧВК «Вагнер», там другие банды российские присутствовали. Оружие, все, финансы, вывозят их сейчас в Россию, всех функционеров. Это все известные факты. Но почему-то сейчас говорят ислам. Мне это кажется очень странным.
не говорить. Ладно, какая-нибудь пропаганда работает, российская просто. С одной стороны, Шевченко, матерый антисемит, говорит о том, что нужно объединяться мусульманам, христианам, иудеев против сатаны, то есть Израиля и Америки. А Трампа он называет чертом. И с другой стороны, русскоязычные евреи говорят про ислам. И Трамп про миграцию, это так они пока мягко намекают. А я боюсь, что они хотят начать войну против мусульман в целом. И мне это не нравится. Мне это непонятно просто. Как, ладно, русские делают там, какая-то пропаганда делает. Но простые же евреи должны понимать, кто враг, кто их уничтожал. Это братья-арабы, так сказать, кузены, и россияне. Эти арабы и россияне должны забрать всех вот этих сектора Газа людей, расселить им, дать им жилье, реабилитировать их, психологическую помощь им, финансы, социальную помощь оказывать и так далее. И выплачивать Израилю контрибуцию, компенсацию за все, за эти 60-70 лет. Но почему-то мы Россию сейчас не слышим. Вообще упоминания России мы не слышим, особенно с приходом Трампа. Понимаете? Не слышим. Сейчас нам какой-то иудо-христианская цивилизация, мы должны куда-то идти. Куда? У вас русские убивали, а вы идете по приказу русских, на оружие, за деньги и оружием русских. А вы про мусульман. Это как в том анекдоте. Я ключи потерял там, но ищу там, где светло и сухо, и безопасно. Наверное, так. Либо какая-то конспирология здесь возникает, нехорошая, странная. Да? Вас убивают одни, начинают, пичкают оружием, все делают, вывозят своих, тот, кто начал этот конфликт, их вывозят в Россию. В Россию, куда там, в Катар вывозят, еще куда-то. Их там везде рассовывают. И вот это, мне кажется, очень неинтересно. Не очень интересно. Как думаете, надолго ли привезли палестинцев в Грозный? Я думаю, их привезли ровно до тех пор, пока они не начнут новый сектор Газа на Кавказе. Я об этом уже давно пишу, уже год эта работа, или больше даже я об этом говорю, как заметил это. Ведется работа для создания нового исламистского гетто, которое будет использоваться на Кавказе, ну и в мире в целом, под видом исламских террористов. Россия немножко сейчас отойдет, там много факторов. Включая от главаря банды УФСБ Дмитрия Кечкина, который в Дагестане, в Ингушетии, сейчас во временно оккупированной Ичкерии, главарем банды УФСБ является. Там поработал, всю вот эту агентуру собирает. Настроили мечетей и спортзалов. Ни школ, ни институтов, ни больниц, ничего нет. Есть, где тебе мозг выносят, есть вот этот отделы ФСБ под названием мечети у них и спортзалы. И вот этих ваших уже вчерашних, ваших арабских террористов, функционеров, вербовщиков, психологов, кто у них там еще. Вот эти банды мечетей настроили, их туда пораспихают везде. Америка пришла на Кавказ сейчас на 99 лет, Зангезурский коридор, там все такое. И как раз вот Америка, Израиль, Азербайджан, который за Израиль, за Америку, Армения, которая весь букет, набор. И вот эти исламские республики, наши, Чеченская республика, никакого отношения мы не имеем к Дагестану, абсолютно никакого. Это российская провинция. С Ингушетией вопрос мы будем решать свой, как мы должны решить. Нас хотят объединить в гетто. Россия, видимо, ослабит свою силу, как будто они не справляются, там, или какая-то свобода религии, свобода вероисповедания. Но и будут терроризировать армян, грузин, азербайджанцев. Или, может быть, азербайджанцы будут помогать, или как, не знаю тоже, мусульмане, ведь не знаю, как у них там плана будет, но моя задача, если я это увижу, я это рассказываю, и постараться предотвратить. Я надеюсь, у них не получится это все, но завозят всех этих террорюк. Я ничего против беженцев арабских, любых не имею.
и в том числе палестинских арабов против беженцев не имею. Но я категорически против, чтобы они начинали, разжигали войну, бросали в огонь этих людей, а этих, кто начал эту войну, зачинщиков, их перевозить нам туда, на Кавказ сажать. Не-не-не, нам эти не нужны. Это добро, пусть в Москве сидит, там, я не знаю, где-нибудь в Каире сидит, в Дохе пускай сидит, где угодно пусть сидят. Нам они не нужны. Вот как-то так. Как-то так. Вот такие вот, друзья. Я надеюсь, я объяснил, как я думаю. Правда, брат. Антизомби, приветствую. Алексей, тебя тоже. Так, у нас стрим идет в YouTube. Так. Саид Мухаммад, что Россия во время 12 дней вооруженного конфликта между Ираном и Израилем в июне передала Тель-Авиву разведданные. Да, Дмитрий Шестаков, совершенно верно, об этом я тоже у себя в эфире об этом эту новость сообщал, что иранский какой-то там военный сказал, что Россия передала информацию, разведданные, и я не удивлен, сколько. Россия скидывает балласты, и она вместе она себе добивается, на мой взгляд, индульгенции. То, что если это не так, а все эти факты правда, что там сдавал информацию, не просто же военный иранский будет такую вещь заявлять, правильно? Это же, катастрофа. Вот так обвинить ближайшего союзника, который помогал там шахедами там Украину бомбить, там России помогал и так далее, и так далее. И вот много-много этих факторов, которые, то, что там вооружали, на 7 октября, на день рождения Путина напали, там подземные коммуникации профессиональные, такие как мост, метро, строили, все, и много-много фактов. Много, это самое, американские газеты пишут, причем еврейские журналисты это пишут, американские еврейского происхождения журналисты пишут, что там много таких фактов было. Если же это не так, то это очень печально тогда получается. Я имею в виду, если это не то, что Россия сейчас добивается индульгенции, сдавая Иран, сдавая там сектор Газа, попробовали сектор Газа, не получилось, вот они его сейчас сливают. Путин фактически слил сектор Газа, а русские там топили там туда-сюда за это. Если это не так, то это очень отвратительная картина для Нетаньяху вырисовывается. Понимаете? И израильский, еврейский народ, он и через 1000 лет это может помнить будет. Это россияне забудут рязанский сахар и так далее. Поэтому не знаю, как это будет выглядеть, как это есть, но я считаю, что Россия сдает все. То есть ФСБ сдает все. Она попалась, ее поймали в Украине за пятачок. И ФСБ сдает военных, сдает сирийцев, арабов сдает, сирийцев сдали. Своего Башара Асада, никакой он не сириец, хотя он сириец. Но своего человека сдали и поставили другого такого же. Понимаете, просто лицо поменяли. И все. Шара ничем не отличается от Башара Асада. Никакой. Народ устал, выдохся, готов на все. Ему преподнесли, что Башар Асад, и так далее. Как бы безбежал и так далее. Без боя просто перевезли на российскую базу Хмимим и отправили его в Москву. Все, живет в Москве, никто его не трогает и так далее. Поэтому какие-то игры спецслужб происходят, это мы тоже видим. Но Россия, на мой взгляд, просто сбрасывает балласт. Сбрасывает, она все у него забирает, и Америка в первую очередь, Израиль своей пользуется ситуацией, пытается максимально додавить. Нетаньяху так уверенно говорит про все, зная, что никто, ни Россия, никто вмешиваться не будет. И потихоньку вот на слив идет. И сектор Газа будет зачищен,
другого выбора, к сожалению, просто я не знаю, может кто-то лучше найдет способ, но я не вижу. Меня обвиняют, что я там поддерживаю там чистки там и так далее. Ничего подобного абсолютно не поддерживаю, против любых военных преступлений, но я за то, чтобы право Израиля было иметь свое государство. Они на это имеют право. Евреи должны быть защищены, как и чеченцы должны быть, как и украинцы должны быть защищены. Этот мега-эксперимент, который продлился 60, 70, 80 лет, где арабы и евреи использовались сильными странами, евреи, потому что после геноцида 45-го им деваться некуда было, им в любом случае нужно было либо раствориться, исчезнуть, либо собраться в кулак и заново попробовать возродиться. Арабы точно подначиваемые своим вот этим этнонационализмом и арабским империализмом, халифатизмом, так сказать, которые были обижены на турков за то, что они захватили исламский так называемый халифат. Никакой халифат еще 1000 лет назад прекратил существование. Империи это были, да, религиозные империи, как были религиозные империи в Европе, в других местах, каждой свои. Они посчитали, что у евреев не должно быть государства. Хотя в Коране черным по белому написано, что это сыны из Израиля, Бану Исраил, что это люди, там, Моисей пришел. Ну, все известные факты. На всех священных книгах это написано. Но почему-то они посчитали, что они над религией стоят, над евреями стоят, над всем миром стоят. Ну, вот то, что получилось, то, что получилось. И вот 3 поколения, 70 лет вот это противостояние было, и сейчас оно заканчивается из-за того, что Россия слаба. И это спасибо той же Украине, надо сказать. То, что Украина давит эту фашню, что она ослабла, и вот поэтому это был последний рывок, я считаю, последний рывок это был фашистской России. И на этом, я думаю, заканчивается. Было бы хорошо, если бы на Западе не признавали бы эти Палестины, так называемое палестинское государство, а наоборот, пошли бы на разговор, на встречу, вывозили бы, давали бы им какую-то возможность, спасали людей, призывая признать Палестину. Ну как его сейчас признаешь? Где Хамас делает руководством? Да, арабы поддерживают, вот эти арабы Палестины поддерживают Хамас. Их делает руководство. Где столица будет, как это все будет управляться. Фактически уже как бы это не жизнеспособно все. Не будут евреи терпеть. Понимаете? Не будут просто. После того, что с ними сделали. Они это не потерпят. Если они потерпят, ну, они себя уважать. Я их перестану уважать. Я бы перестал бы любого себя уважать, если бы я это потерпел бы. И вы сами перестали бы. Поэтому это только усугубляет страдания и евреев, и арабов. Признание какое-то Палестины. Где вы были все это время? Почему не признавали все это время? Почему молчали? Почему? Вот это может быть какой-то скрытый антисемитизм. И это не арабы, как Трамп рассказывает, как какие-то нам еврейские пропагандисты рассказывают, что здесь миграция, мусульмане. Это местные больше. Да, там есть много арабов. Но по большей части это местные. Местные в разных странах, которые вот это призывают. Да, кто-то подвержен пропаганде, кто-то просто свой такой махровый антисемитизм не может скрыть. Хотя и те семиты, и арабы, и евреи. Ну, короче, вот такая. Я надеюсь, что это быстрее разрешится. Арабы, кто останется лоялен там, Израилю, не будет представлять угрозы, останутся на этих территориях. Остальные либо уедут, их примут там. И Россия должна принять, по идее. Россия. И вот они должны принять. Ну, посмотрим. И сейчас будет бойня, кровавая бойня будут. Будут гибнуть люди, потому что уже наземная операция, она, ну, приносит большие жертвы. Но в любом случае этот вопрос будет решен. Рано или поздно. Просто вот подстегивая, якобы заступаясь за арабов, люди еще больше усугубляют их страдания. Вместо того, чтобы вот это все объяснить, что я говорю, более с деталями, более подробно, более доходчиво.
объяснить людям, разъяснить всем и сказать, люди, хотя некоторые абсолютно отмороженные, не поймут, но по большей части попробовать им объяснить и сказать, давайте эту страницу закроем просто. Так сложилось, это мега-эксперимент. Не захотели они это государство. Да была у арабов Палестины возможность строить свое государство. Не построили они. Их задача была уничтожить евреев. А евреев уничтожать, например, я против, категорически. Любые нации уничтожать я против. Вот если ты... А это союзники русских, русской империи. Русские уничтожают нас. Арабы пытались уничтожить евреев. У евреев оказался сильный союзник США. И вот они смогли добиться. Хотя это останется, если сейчас правильно все не сделать, на 1000 лет, на сотни лет останется на совести и на репутации Израиля, евреев. И им будут это припоминать. И через много лет, или когда-нибудь, может, Америка ослабнет, через 100 лет, через 200 лет, еще что-то произойдет. И это будут все припоминать. Эксцессы будут, и рецидивы будут разные, к большому сожалению. Поэтому нужно делать человечно, грамотно, красиво, так сказать. Но решаю не я, и война очень жестокая, очень страшная. Особенно, когда она происходит среди родственников. Очень жестокое подавление. К сожалению, это так. К сожалению, это так. Если посмотреть карту иудейских царств, 11 век до нашей эры, то там уже есть независимая Газа, и иудеи не могли ее захватить. Я бы не торопился говорить, что Газу дожмут. Я думаю, ее дожмут. Я думаю, ее дожмут. И другого выбора нет. Зачем этот очаг сопротивления сейчас там должен быть? Кто там? Но нужно установить власть. И знаете, там будет не столько власть, на мой взгляд, Израиля, сколько власть там будет Соединенных Штатов. Построение, восстановление всей вот этой территории, построение там ривьеры, как для строителя Трампа, это, мне кажется, хороший контракт. И это тоже не очень хорошая история в этом. Если это будет восстанавливать Трамп, то все будут говорить, Трамп уничтожил арабов Палестины, чтобы построить, заработать там денег. Какой цинизм это будет выглядеть? Поэтому я бы на месте Трампа, Америки не делал бы этого. Вообще, пусть другие евреи строят, там другие подрядчики это строят, но не американцы. Но я думаю, что будут строить связанные, аффилированные. Не будем забегать, посмотрим, кто это будет там восстанавливать все. Но такая вот загогулина получается, друзья. К сожалению, большому сожалению. Салам Маршал Дорун Астан. Добро пожаловать тем, кто относится к пониманию. Мир принесет домой тот, кто родился с любовью и жил в мире свободным. Ва алейкум. Дели салам Маршал Буря. Машвойло. Астан Маугу Шуа. Интернет вроде норме. Да, у меня проблемы с изображением начались. Я не знаю, с чем это связано. Уже несколько стримов. Всяческие мелкопакостники российские пытаются всячески нам навредить. Но это хорошо. Значит, делаем все правильно. Разделять сегодня Америку с Израилем – это глупо. Когда говорим об Израиле, можно смело считать, что это говорится и о Америке. Может быть, да, Абдулхамид. Не может быть, да, конечно, Израиль – это, можно сказать, 51-й штат США. И внутри США есть претензии к Израилю. Вот я смотрел разные ролики. Русские очень сильно распространяют эти ролики, переводят на русский язык. Там от убийства Чарли Кирка до войны против Ирана, там и всякое, короче. И да, есть очень много таких очень недовольных. И я, знаете, думаю, что у Израиля большие проблемы в этом смысле. Потому что, знаете, очень трудно быть победителем, когда все хотели бы видеть вас в газовых камерах. И знаете, и нужно еще и подбирать слова, наверное, тоже очень важно.
не слишком нахраписто, ну, пропаганда очень мощная была. Вот я не считаю там Натаньяху таким, это пусть евреи считают, это их политик, их человек. Я оцениваю по дружбе с Путиным, по дружбе с Россией, всех до единого. Это мое право, и я буду с этим жить. Но я считаю, что даже если Натаньяху был бы святой с крыльями и с нимбом на голове, его бы все равно дискредитировали бы. Как они сделали в отношении Джохара, который тоже не был с крыльями и с нимбом на голове, но тоже его дискредитировали. Вот такая вот ситуация, к сожалению, к большому сожалению. Так что вот такие вот дела. На этом, друзья, я свой стрим закончу. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. И я постараюсь завтра тоже выйти в эфир. Да, посмотрим. Все будет Ичкерия, слава Украине. Адикюэль Машоль, всего хорошего, друзья, до свидания. Спокойной ночи.